Еламинское сражение, которое произошло 28 апреля 1920 года на территории Ялома между лезгинами и 11-й Красной армией. 28 апреля 1920 года в 0 часов 05 минут 11-я Красная армия численностью 70 тысяч человек перешла мост через реку Самур во главе с 3-м интернационалом, еще 3 бронепоездами и 300 пехотинцами. Анастас Микоян и Газанфар Мусабеков также приехали в Азербайджан, чтобы установить советское правительство на русских штыках с оккупационной армией. Они с удивлением видят пехоту и 6 кавалерийских бронепоездов, охраняющих мост. Потому что всего несколько часов назад они танцевали на одном мосту с русскими офицерами и солдатами, которые сейчас идут к ним с автоматами, говорили о дружбе и братстве. Русским нетрудно сломить сопротивление. Небольшая группа с артиллерийским и пулеметным огнем. После этого поезд отправляется в Ялому. Русские хотят внезапно атаковать Ялому. Их посадка прерывает телефонные линии, соединяющие станцию, и пограничные пункты пропуска. Однако у станции врага поджидают 2 роты, вооруженные несколькими легкими пушками и пулеметами, кавалерийский эскадрон численностью 300 человек. Но силы были крайне неравны. Не было надежды, что Хамдулла Эфенди сможет помочь кому-либо, кроме группы добровольцев. Первое столкновение произошло за километр до станции. Лезгины отправляют паровозы против бронепоездов из Ялома. Цель – вызвать аварию, нарушить работу железной дороги и заблокировать поезда. Однако котел паровой машины взорвался от 2 точных пушек 3-го интернационала. Локомотив замедляет ход и останавливается, не доходя до поезда, отводя его в запас. После этого начинается тяжелый бой. Позиции лезгинских артиллеристов и пулеметных дзотов уничтожаются. Русский десант, поддержанный шрапнелью и пулеметным огнем, начала атаковать. Противостояние лезгин длилось 2 часа. 350 бойцов охраняют станцию до последнего вздоха. Выжившие отступают, чтобы присоединиться к партизанским отрядам. Русские десантники также понесли большие потери в бою. Например, в этом бою погиб один из известных командиров 11-й Красной армии, ветеран 28-й дивизии Немикин.